Доброе утро, уважаемые наши телезрители, те, кто просыпаются очень рано. Не болейте. Не болейте, конечно. Ну, погодка. Погодка, конечно, такая вся переменчивая, совсем не декабрьская, кажется, очень долго стоит, совершенно не наша зимняя погода, да? Да, совсем не якутская зима. Да, мы там недельку Да. чуть до 40 добрались, немножко перевалили. Так, спонтом дело, как это говорится, посидели на актированных днях пару дней, и вот опять 31, 33, 34. В общем, все, что теплее минус 40 Да. градусов. Но это и хорошо. Это и хорошо. На календаре тем временем 25 декабря. Катерина Винокурова, Павел Танин в студии. Это «Утро Якутии». Да. И мы сегодня хотим сразу начать с приятной новости. Да? У нас тут нас на елка столе, есть. видите, елочка прекрасная стоит, в цвет моего платья, можно сказать так, да? И что мы сегодня будем делать? Что мы будем делать? Да, на елочке висят прекрасные Ну, украшения. это же елка, правильно, они должны висеть. Серебряные украшения. Ну и до Нового года неделя остается, уже пора Да. елку, конечно. И эти украшения кто-то из вас, ну не все сразу, а вот в течение недели мы будем одному счастливчику вручать эти Да, украшения. по одной игрушечке. По одной игрушечке из серебра они сделаны. Для этого нужно будет участвовать в наших розыгрышах, которые мы будем, конечно, каждый день какие-то вопросы задавать, а ваша задача будет в телеграм-канале нашем на эти вопросы правильно отвечать, соответственно. Да, но вопрос сегодняшний прозвучит чуть позже. Ну а пока мы хотим и спешим ознакомить вас с информацией о погоде. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 33-36 градусов мороза. В Заречной группе 38-40, в южных от 19 до 32. В Вилюйской группе 32-38, в Нижнеленских 32-35. В западных 23-28, в Колыме-Дигирской группе от 34 до 50. В Янских 35-42, на северо-западе 13-25. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила минус 38 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер севера западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой снег, вечером местами туман, ветер северный со скоростью 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем в городе Якутске составит 34-36 градусов. Вот узнали, что ждет нас за окном сегодня, что может ожидать. Ну а сейчас узнаем о последних событиях, ну не только в республике, но и в мире. Об этом нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. В Госдуму внесли законопроект о создании международной территории опережающего развития. Согласно документу, МТОР можно создать на территории Дальневосточного федерального округа одним из двух способов – по решению правительства или на основании международного договора РФ. Площадь МТОР не может превышать 20 квадратных километров, что достаточно для размещения 10 или 20 промышленных комплексов. В рамках МТОР возможно применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Резидентом может стать новое российское юридическое лицо без ограничений по наличию в нем иностранных юридических и физических лиц. Это правило позволит привлечь капитал иностранных инвесторов из дружественных стран для реализации инвестпроектов. Законопроект о привлечении частного капитала в научную сферу будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. По мнению депутата, ключевой проблемой для развития российской науки является нехватка финансирования. Россия сейчас, по его словам, на 35-м месте по этому показателю. Необходимо выйти на объемы финансирования, сопоставимые со странами-лидеры в сфере науки. Без этого не получится обеспечить научно-технологический прорыв, полагает политик. В поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии состоялось торжественное открытие нового служебно-пассажирского здания аэропорта. Работы проведены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Старый аэровокзал на 100 человек находился в приспособленном здании 1987 года постройки. Со строительством нового здания пропускная способность выросла до 300 человек. На первом этаже терминала оборудована зона вылета,
проекта. Здесь также размещены стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камеры хранения, административные и иные помещения. На втором этаже находится зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и ребенка и технические помещения. Появление нового аэровокзального комплекса здесь, в Нерюнгри, это огромный шаг в повышении качества обслуживания и авиапассажиров. И, конечно же, это улучшение транспортной доступности Нерюнгринского района, всей Южной Якутии. Мы долго шли к этому, и вот благодаря решениям правительства Российской Федерации, благодаря огромному плану по модернизации позволит нам уже еще более быстрее развивать территорию Южной Якутии. Ну и, конечно, еще раз подчеркну, я очень рад за нерюнгринцев, которые сегодня наконец-то вот получили уже через много десятилетий настоящий аэровокзальный комплекс, которого достойна столица Южной Якутии. Новый аэровокзал также приспособлен к обслуживанию всех современных типов воздушных судов. И, соответственно, все теперь пути развития современной гражданской авиации, дальние магистральные воздушные суда, средние магистральные, ближние магистральные воздушные суда могут обслуживаться, могут развивать пассажиропоток, могут развивать туризм и могут помогать жителям Якутии становиться ближе к своим коллегам, друзьям и путешествиям. Единый госэкзамен не претерпит изменений в новой модели высшего образования в России, которая заработает во всех вузах с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее пилотный проект по реформе высшего образования заработал в ряде государственных университетов. В новой системе устанавливается базовая и специализированная, это магистратура, ординатура и ассистентура, стажировка, высшее образование, а также профессиональное высшее образование или аспирантура. Ранее Мазуев говорил, что в ближайшие годы ЕГЭ не будут переводить в онлайн-формат, так как для этого пока нет технологических условий. При этом все программное обеспечение, которое используют во время ЕГЭ, скоро станет полностью российским. Ну что, ровно неделя, да, практически до Нового года. Ну да, через 7 дней Остается. будет уже 1 января. Да, уже будет 1 января. И мы хотим, чтобы эту неделю вы завершили, конечно же, так, как вы запланируете ее. Ну, а тот, кто верит в гороскопы, я думаю, наши астрологические прогнозы помогут вам в этом. На этой неделе Овнам предстоит принять важное решение. От этого решения будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Не торопитесь, хорошо обдумайте все возможные варианты. Тельцы будут чувствовать себя неуверенно и раздражительно. Возможно, это связано с тем, что вы не знаете, чего хотите от жизни. Постарайтесь разобраться в себе и понять, что для вас действительно важно. Близнецы, эта неделя будет для близнецов очень удачной. Вы сможете реализовать свои мечты и достичь больших успехов в работе. Однако не стоит забывать о здоровье. Берегите себя и не перегружайте себя работой. На этой неделе у раков будет много новых знакомств. Некоторые из них могут оказаться очень полезными для вас. Но не забывайте о том, что не все люди являются искренними и честными. Львы будут испытывать чувство одиночества и непонимания. Возможно, вам не хватает поддержки близких людей. Не стесняйтесь обратиться за помощью к своим друзьям и родственникам. На этой неделе Дев ждет много перемен. Возможно, вы смените работу или место жительства. Не бойтесь изменений, они помогут вам стать лучше и счастливее. На этой неделе Весы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Будьте осторожны с тратами и не берите кредиты. Лучше всего отложить деньги на будущее. Скорпионы почувствуют себя очень уверенно и энергично. Вы будете готовы к новым свершениям и достижениям. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте двигаться вперед. Стрельцы смогут реализовать свои творческие идеи. Возможно, у вас появится новый проект или вы найдете способ улучшить свой бизнес. Не упустите свой шанс. Козерогам придется столкнуться с трудностями в личной жизни. Возможно, вас ждут конфликты с партнером или родственниками. Не принимайте решения на эмоциях, будьте спокойны и рассудительны.
На этой неделе водолеи будут очень заняты работой. Возможно, придется работать сверхурочно или брать дополнительные проекты. Не забывайте отдыхать и заботиться о своем здоровье. Рыбы столкнутся с проблемами в отношениях с близкими людьми. Возможно, кто-то из них не будет понимать вас или не поддерживать ваши идеи. Не отчаивайтесь, попробуйте найти компромисс и прийти к общему решению. Вот. Ну, сегодня мы уже говорили, да, о том, что будет розыгрыш замечательных серебряных новогодних игрушек. Но помимо этого разыграем и еще одну замечательную вещь. Это билет пригласительный на 2 персоны, ну, на 2 места, во всяком случае, на цирковое представление. Да, вот Солнце он. тундры, вот оно. Пригласительный висит. Здесь трогать не буду, потому что мало ли конструкция, тут уже были инциденты. В общем, да, вот этот билет получит тот, кто первым ответит на вопрос, который мы сейчас зададим. Вопрос будет продублирован в телеграм-канале, а, собственно, ответы принимаются там. Вот QR-код вы видите на экране, вот где-то вот тут, вот там он. Сканируете, попадаете в телеграм, все у вас получится. Мы в вас верим. Ну, а чтобы получить вот этот вот самый пригласительный билет на 2 персоны, как вы сказали, вам необходимо ответить на наш вопрос. Итак, с какого языка произошло название города Нерюнгри? Тот, кто первым ответит правильно в нашем телеграм-канале на этот вопрос, обязательно получит от Саха цирка замечательный пригласительный на новогоднюю цирковую сказку да. «Солнце тундры», да, 29 декабря она уже состоится в 3 часа дня. Ну а прямо сейчас мы с вами узнаем, какими событиями сегодняшний день знаменателен. На календаре 25 декабря. Сегодня отмечают день рождения Иисуса Христа, день тыквенного пирога, день буквы «Л» и день дарения елочных шаров. 25 декабря в русском народном календаре отмечен как день Спиридона Солнцеворота. На Спиридонов день гадали о погоде и урожае в предстоящем году. Так, если в этот день менялся ветер, то ожидался хороший урожай гречихи. Пасмурное утро предвещало раннюю весну, а сгибающие ветки можжевельника – метель. Также в этот день рекомендуется отправляться в дальний путь. Существует поверье, что зима, у которой отбирают солнце, может обратить свою злость на путников, наслав морозы, снегопады и метели. Этот день в истории. В 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. В 1896 в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Аванти». В 1990-м день рождения первого в мире веб-сайта, первая коммуникация компьютеров через веб-сервер. В 1991 году Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР. В 1993-м вступила в силу Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. В этот день родились: в 1837-м Владимир Марковников, русский химик, основатель научной школы. В 1938-м Аркадий Хайт, советский и российский писатель, сатирик и сценарист. В 1958-м Константин Кинчев, советский и российский рок-музыкант, автор песен и лидер рок-группы «Алиса». В 1887-м Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон». В 1971-м Дайда, британская поп-певица. Именины сегодня отмечают Александр, Ипполит, Спиридон и Самина. Чем еще сегодняшний день можно отметить? Сегодня солнце начинает понемногу продлевать световой день, тем самым уменьшая, конечно, ночное время, да, время без солнца. Световой день начинает увеличиваться по несколько минут в сутки буквально. В народе говорят, на мышиный шаг увеличился день, и день зимнего солнцестояния. Это астрономическое событие, когда солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния солнце будет держать эту высоту, словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями
солнца. В эти дни рекомендуется избавиться от всего ненужного. Наводить порядок необходимо не только в доме, но и в своей голове. Дни желательно провести в мире, спокойствии и гармонии. Нельзя ссориться, ругаться, отказывать в помощи и жадничать, что тоже немаловажно. Это переломный момент, когда нужно проанализировать свою жизнь и подвести итоги, а после этого, с учетом ошибок и неудач, приступить к составлению планов на будущее. Вот здорово, что именно перед Новым годом, да, вот это нужно сделать, как все вот сходится вот так вот. Ну а далее, наверное, такая информация будет, которая многих сейчас волнует, интересует. Какая же погода ждет нас в ближайшие дни? Вообще, чего ждать от новогодних предстоящих праздников? У нас сегодня в гостях заместитель начальника управления, Управление гидрометеослужбы гидрометцентра, и да, начальник Татьяна гидрометцентра. Владимировна. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, собственно, всех волнует погода. Декабрь, в принципе, выдался достаточно. Ну вот я с обывательской точки зрения говорю, он выдался не декабрьский совсем. То есть нас там немножко за 40 куда-то перевалило на пару дней, и вот мы держимся в районе 35-40 со знаком минус. Но, тем не менее, волнует, наверное, многих без исключения последняя неделя года. Могут ли быть активированные дни? Ну, в общем-то, декабрь этого года, сказать, что он очень теплый, мы не скажем. Если его сравнивать с предыдущими годами, например, даже с прошлым годом, в прошлом году декабрь был теплее. И в основном была теплая последняя неделя перед Новым годом. Если кто помнит, то у нас было очень тепло, даже было до 26 градусов в последнюю, неделю года. И ровно в новогоднюю ночь, перед новогодней ночью, где-то в 10 вечера начал туман опускаться, и температура опустилась до минус 40. В этом году сценарий немножко другой. Вот если сейчас за окно глянем, у нас тепло. В общем-то, да, для этого времени. Температура выше 40 градусов. Мы видим все ясно, такая видимость хорошая, снежок небольшой идет. Но это воздействие циклонов, которые проходят по юго-западу территории. Циклоны не очень активные, поэтому большей частью они оказывают влияние на жителей Запада, Юго-Запада и Юга республики. Там температура вот сейчас, например, в Витиме утром была 18, сейчас немножко ниже, около 20, и то же самое на юге республики. И по центральным районам. Даже в Аймеконе потеплело на 3-4 градуса вот, по сравнению с прошлой ночью. Ну, в течение этой недели мы ожидаем погоду нормальную и даже чуть теплее для этого времени. Нормальная – это минус 46 для Якутска и 40 днем. Вот. То есть постепенно, вот сейчас это тепло, воздействие циклона пройдет, и постепенно мы будем холодать. И, в общем-то, ничего необычного в этом году мы не будем ожидать на новогоднюю ночь. Значит, на северо-востоке холодно, 50 и ниже, по центральным районам ниже 40, Заречье где-то ближе, наверное, к 50 будет, 43, 48, 44, 49, и только счастливчики у нас будут жители все того же юго-запада республики и юга, где прямо 31-го ожидается прохождение не очень глубокого, но все-таки циклона с осадками, с довольно высокой температурой воздуха, поэтому я думаю, что им в этом году повезет. Ну вот наши сейчас внимательно рассмотрят школьники, родители, да, и думают, что активированные дни все-таки вот настанут, говоря да, про активированные дни, вот бывает же такая ситуация, да, то есть, ну, если мы говорим, что сейчас будет погода возвращаться, может быть, и застанут активированные дни школьники. А есть другой момент, что, вот, допустим, с утра просыпаются, люди смотрят, ну, официальный даже прогноз прогнозируется, вот у нас, допустим, в Якутске у нас два пункта наблюдения, как они называются, да. ГИМИИН, аэропорт. Даже там по самому низкому смотрят, вроде бы там 43-44 со знаком минус, до активированных дней не дотягивает. А вот к 10 часов дня уже температура опустилась. Как в таких ситуациях вообще можно быть? Все-таки нужно ориентироваться на вот 6-часовой прогноз или в течение дня? Вы знаете, мы недаром, когда вот наступает такая холодная погода, у нас измерения идут через час. Вообще у нас как бы один раз в 3 часа, да, измерения, а вот зимой в антициклональной погоде, когда морозы, через час. Поэтому в 6 часов чаще всего температура бывает гораздо выше, на 2-3 градуса, чем она будет в 9, 10 и даже
в 11 часов. То есть самый минимум температуры он бывает перед восходом солнца. Мы же знаем у нас, что солнышко-то встает очень поздно, в декабрьские, в январские дни. Поэтому то, что на 2-3 градуса температура ниже именно к 10-11 часам, это совершенно нормальное явление при антициклональной погоде, при инверсиях, которые у нас есть. И поэтому нужно ориентироваться, надо гибко подходить к той информации, которую выдает гидрометцентр. Вот. Поэтому активированные дни, да. Если, например, утром часто говорят, вот у них все время 43 до 44, а потом 10-11 часов, и вот они 45 и 46. То есть это совершенно нормальное явление. Ничего, да, придумывать Необычного. да, не надо. Но вот что касается предстоящих выходных, да, все будут с 1 числа не работать, не учиться, да, а сидеть дома, гулять, не знаю, вот что ждет, насколько будет тепло, может быть, или все-таки... Ну, я сказала, что до конца недели, до конца этой недели предновогодней. А на следующий? А на следующий, ну, оно так не бывает, чтобы разом раз и стало тепло. То есть ничего пока вот такого активного, как мы привыкли, чтобы вышел какой-то активный циклон. Если антициклон сибирский со своим отрогом на Эмиконе, он устанавливается хорошо, и очень сложно чем-то его потревожить. Вот. Но всегда надо надеяться на новогоднее чудо. Вот запросто. Что-то где-то выйдет и потревожит, пошевелит. Чтобы, по крайней мере, всегда, ну, печально, когда туман. Вот даже если мороз и нет тумана, так часто, кстати, бывает, что при 40 градусах бывает, что сдернет туман у нас, и ясно. Вот тогда, ну, а северяне что, надо потеплее одеться? И все свои планы исполнить, сходить в театр, в кино, сходить в гости. Поэтому погода не должна влиять на наше новогоднее настроение. Да, совершенно верно. Вот, ну и, наверное, завершая нашу беседу, раз мы уже входим в эту череду подведения итогов и планов на следующий год, какая, в принципе, в течение следующего года, ну, понятно, что такие долгосрочные прогнозы составляют, наверное, дело неблагодарное в принципе. Неблагодарное. Тем не менее, ну, к чему готовиться в следующем году вообще вот суммарно? Будет ли он теплее? Потому что этот год был, говорят, вот, допустим, лето было самым жарким за всю историю наблюдений во всем мире. Да нет, неправда. Неправда, что оно было самое жаркое. Бывали и выше температуры. Даже вот если в городе Якутске же сохраняется рекорд 2011 года 38,4, выше не было. То есть говорить о том, что прошедший вот этот вот год 23... Я говорю про именно мировые наблюдения. А мировые наблюдения, ну да. Вы знаете, будем ждать всего. Будем летом ждать жары, зимой холода, осенью дождей, весной хорошего настроения и пробуждения природы. Поэтому, знаете, прогнозы длительные действительно не стоит вот такие делать далекие, а лучше краткосрочными прогнозами. Вот. Но январь по прогнозу по месячному выше нормы. Выше нормы практически по всей территории. Поэтому будем ждать, когда вот эта наша норма и выше норма настанет, и у нас настроение улучшится. Да, прекрасные. В общем, в целом на прогноз надейся, сам к одежду все равно готовь. Да, конечно. Да. Ну и вообще хочется сказать, что у природы нет плохой погоды, как поется в старой советской песне. Старой советской Татьяна песни. Владимировна, вам огромное спасибо. Всегда рада вас видеть с хорошими Взаимно. прогнозами. Ну а Новый год вообще... Ну, вот говоря про да. старосоветские песни, да, Новый год в Советском Союзе стали отмечать только с 1937 года. Утверждают, что приказ наряжать елки отдал сам Иосиф Сталин. После революции 1917 года в Советской Якутии проводились мероприятия культурной революции. Велась борьба с неграмотностью, открывались школы, проводилась какая-то перестройка быта. Ну а в 1930-е годы в СССР начинает отмечаться советский Новый год. В нашей новой рубрике «История в кадрах», которую представляет Национальный центр аудиовизуального наследия, мы расскажем о том, как отмечали Новый год в далеком 1953 году. Доброе утро, дорогие телезрители! В Национальном центре аудиовизуального наследия находится более 46 тысяч видеодокументов. Среди них есть уникальные архивные съемки Восточно-Сибирской студии. В нашем фонде есть интересные киножурналы, телепередачи, репортажи и художественные фильмы, рассказывающие о жизни в стране советского периода. В то время документалисты создают кинообзоры всех союзных автономных республик, областей Советского Союза, в том числе и о Якутии. На этих кадрах 1953 год. В Якутске в Доме пионеров проходит утренний новогодний праздник.
Даже через эти черно-белые кадры можно прочувствовать ту праздничную новогоднюю атмосферу, которая царила тогда, в 1953 году. У нарядной елки кружат в хороводе дети. Звучат стихи для Деда Мороза «Снегурочки». На празднике есть почетные гости. Это главный режиссер Якутского драматического театра, народный артист Якутии, заслуженный артист РСФСР Спиридон Григорьев. Рядом заслуженная артистка Матрена Слепцова и заслуженный артист РФСР и СССР Петр Решетников. Эти уже исторические кадры сняли для нас операторы Белинский и Берховец. Съемочная группа иркутской студии «Кинохроники» время от времени приезжала в Якутию. Ведь в 50-е годы советский кинематограф достиг заметных успехов в области документального кино. Такие фильмы в большинстве случаев имели яркую идеологическую окраску. Кинокартины фиксировали грандиозные победы, одержанные советским народом на всех фронтах хозяйственного и культурного развития. А что касается празднования Нового года, то традиция отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января закрепилась в России только с конца 17 века. Петр I подписал такой указ в 1699 году. Государство не уделяло внимания Новому году до 1930-х годов, а все торжественные праздники имели такую строгую коммунистическую направленность. А настоящее возрождение Нового года в Советском Союзе получил лишь в конце 1935 года. Граждане с удовольствием вновь стали наряжать елку, а в 1937 году советские дети впервые познакомились с Дедом Морозом и Снегурочкой. В те же времена Новый год стали отмечать и в Якутии. В 1938 году в Якутске было организовано первое новогоднее торжество в Русском драматическом театре. А в 1948 году 1 января официально стал выходным днем. Можно сказать, что в 50-е годы стала закладываться современная традиция празднования Нового года. В Якутии стали проводить уже более активно и, возможно, и в районах новогодние утренники, детские балы-маскарады. Сегодня, когда кино снимается почти всегда на цифру, у большинства из нас черно-белые кадры ассоциируются только с прошлым. Но такие фильмы до сих пор воспринимаются как-то по-особенному, а по красоте черно-белые картины не уступают цветным. Эти кадры новогоднего праздника 1953 года раскрывают ту уже историческую, уже, к сожалению, прошедшую эпоху и дарят особое новогоднее настроение. Национальный центр аудиовизуального наследия поздравляет всех с Новым годом. Изучайте историю вместе с нами, ведь даже черно-белое кино обладает особой магией и дарит вдохновение. Вот интересно, да, иногда вернуться, да, вот так в историю обернуться, как там что было, как отличается то, что было от того, что сейчас есть. Ну а мы продолжаем, и Новый год, он приближается, неделя осталась, и это, конечно же, время подарков, и мы сегодня вот разыгрываем билет в цирк на замечательное сказочное цирковое представление «Солнце тундры». Но не одним этим подарком сегодня ограничимся, потому что помимо этого разыграем замечательную елочную игрушку из серебра. Прямо сейчас второй вопрос сегодняшнего эфира мы зададим, на который также нужно ответить правильно, самым первым, чтобы получить эту игрушку новогоднюю, елочную. Отвечать будем, конечно же, тоже все в том же Телеграме, на нашем канале. А вопрос звучит следующим образом. Что было принято на Руси дарить на Рождество с начала празднования вообще этого праздника? То есть вот только когда начали праздновать, что-то было принято дарить. Какой-то вот был определенный, скажем так, стандарт условный назовем, но как бы не прям в государственном уровне закрепленный, но вот что-то, как-то вот была такая традиция именно вот эти вещи дарить друг другу на Рождество. Да, и этот вопрос уже появился у нас в телеграм-канале «Утро Якутии». Напоминаем, что вы должны быть подписанными на наш канал обязательно. И, соответственно, правильно ответить на наш вопрос. Да. Необычный праздник, День дарения елочных праздничных шаров, отмечается в мире 25 декабря. Красивая елочная игрушка – отличный подарок к Новому году и Рождеству, который можно вручить друзьям и коллегам, детям и родителям. Игрушку можно купить в магазине или сделать самим. Любой вариант будет приятен получателю подарка. Это универсальный презент, который придется к месту в любой ситуации и будет уместен для подарка человеку любого возраста.
пола и практически любой национальности. По легенде, начало этой традиции положил немецкий реформатор Мартин Лютер. Дело было в 1513 году. Как-то раз Лютер возвращался домой в канун Рождества, ночь была ясной, и звезды сияли так ярко, что сквозь ветви деревьев казалось, будто их кроны усыпаны огоньками. Придя домой, Лютер поставил елку, украсил ее свечками, на макушке он установил звезду в память о Вифлеемской звезде, которая указывала путь к месту, где родился Иисус. А 25 декабря 2000 года президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о государственных символах Российской Федерации – флаге, гербе и гимне. Государственный флаг России – 3 полосы белого, синего и красного цветов. Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство. Синий цвет – веры и верности, постоянство. Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. Современный герб России – золотой двуглавый орел на красном фоне, над головами которого изображены 3 короны, символизирующие суверенитет всей страны и ее частей. В лапах скипетр и держава, олицетворяющие государственную власть и единое государство. А на груди изображение всадника, поражающего копьем дракона. Один из древних символов борьбы добра со злом, защиты Отечества. Музыку российского гимна написал Александр Васильевич Александров еще в 1939 году, а автор текста – Сергей Владимирович Михалков. А сегодня никто из нас не может представить жизнь без интернета. Через интернет мы общаемся, работаем, делаем покупки, смотрим кино и узнаем новости, не говоря уже о важных вещах, как оформление документов. Очередь в садике и школы и многое-многое другое. Все это делаем мы, конечно же, через интернет сегодня, много сервисов. Но как же вообще появилось, да, вот это глобальный, да, скажем так, интернет массово доступный? К Рождеству 1990 года Бернерс-Ли создал все необходимые инструменты для рабочего интернета. Это протокол передачи гипертекста HTTP, языки разметки гипертекста HTML, первый веб-браузер, названный World Wide Web, кстати, отсюда пошло, да, www, первый HTTP-сервер программного обеспечения, первые веб-серверы, первые веб-страницы, которые описывали сам проект. Тем не менее, этот браузер мог работать только на компьютерах Next. В связи с этим позже Никола Пеллоу создал простой текстовый браузер, называемый Line Mode браузер, который мог работать практически на любом компьютере. Вот так 33 года назад появился массовый интернет. Ну, почему я говорю слово массовый? Потому что, естественно, технологический интернет появился до этого события еще раньше, где-то в 80-х, 70-х, естественно, как такая, ну, как и многие технологии в мире, как военная разработка. Это было, назывался он, по-моему, ARPANET или что-то типа такого. Естественно, это была такая закрытая среда. Вот с 90-х годов уже началось такое массовое распространение. Такие вот познания у Паши. Ну и продолжая тему цифровизации, хочется затронуть важный аспект в этом деле. Это помощь старшему поколению в освоении компьютерной грамотности. Все чаще услуги переходят в цифровой формат. Запись к врачу, оформление пенсии и многое-многое другое теперь делают в госуслугах. Помимо этого, если человек разбирается в цифровых коммуникациях, он больше подготовлен к разного рода обманам через сеть и меньше подвержен атакам мошенников и лжесайтов. А это в наше время очень актуальная проблема, по которому попадаются старшее поколение. Да? Давайте же посмотрим, как в этом помогают и создают условия поселки Чернышевский Мирнинского района. К лету 2024 года в Чернышевском оборудуют досуговый центр «Серебряная пристань» для пенсионеров. Там жители поселка будут обучаться компьютерной грамотности, пользоваться порталом госуслуги и записываться на прием к врачу. Проект центра выиграл в конкурсе алмазодобывающей компании «Территория Алроса». Также деньги выделят из бюджетов поселка и Мирнинского района. Эта идея была, в принципе, предложена самими активистами. У нас есть большое количество пенсионеров и ветеранов, около 42, в принципе, процентов всего поселка они составляют. Вот. Соответственно, на основании пожеланий активистов, первоначально вообще они обратились с вопросом по поводу ремонта их текущего помещения. Помещение у них довольно-таки маленькое было, около квадратуры, около 60-80 квадратов. Для досугового центра выделят другую, просторную площадь. В центре разместят фитобар и соляную комнату, чтобы поддерживать здоровье жителей. Также обустроят компьютерный класс, а в большой комнате отдыха пенсионеры смогут проводить время вместе и участвовать в различных мероприятиях. Ну и говоря о старшем поколении, хочется вспомнить наших дорогих, любимых бабушек. Вот, Паш, помнишь, какие пироги готовила твоя бабушка?
У меня в сценарии просто 3 точки написано, и поэтому помолчу. Шучу. Нет, конечно, я помню. Это и рыбный пирог вообще фактически нашей фамильной ценностью является. Тетя, мама, легендарные У нас, кстати, рыбные тоже пироги. очень, да. Мне кажется, рыбный пирог у всех вот фамильная ценность, Ну, у каждого, фамильный наверное, он рецепт. свой, по рецепту. Ну, понятно, что он свой, Да, но вот да. почему-то вот чаще встречаются именно истории о том, что у нас фамильный рецепт именно рыбного пирога. Да? Ну, нет ни у кого там фамильный рецепт борща. Кстати, почему? Я создам свой рецепт борща, и это Почему? будет... Кстати, я слышала про фамильный, да? Да, имеется в виду именно по своему рецепту приготовления. Нет, когда вот человек просто по своему, это одно, вот когда вот прям у нас рецепт борща, представляешь? Ага. Но пироги — это все-таки, да, наша традиция такой страны, да, кулинарная традиция, это пироги. Ну, я не просто так спросила, да, потому что сегодня отмечается день тыквенного пирога. Конечно же, начинок у пирога великое множество, ведь они являются частью русской культуры и кулинарного искусства. Пирог – это национальное русское блюдо. С пирогами связано множество русских традиций. Без пирога на столе не обходилось ни одно важное событие, будь это праздник, свадьба или именины. Это вкусное кушанье, неоднократно упоминается в исторических книгах и летописях. Слово «пирог» берет вообще свое начало от древнерусского «пыро» – пшеница. А русские люди относились к пирогу с таким же почтением, как к самому хлебу. И на Руси пироги пекли из ржаной муки, поэтому они были доступны и использовались в качестве ежедневной пищи. Пшеничные же пироги пекли только по праздникам и в зажиточных семьях. В меню царей и князей разнообразные пироги занимали почетное место на столе. Начинки для пирогов использовались самые разные. В русской кухне, например, можно найти уникальные рецепты пирогов, которые не встретишь в кулинарии других стран. Например, хлебальный пирог представлял собой похлебку, запеченную в тесте. Хлебная крышка срезалась, и ароматную похлебку, которая находилась внутри, можно было есть ложкой. А курник — это оригинальный блинный пирог. Начинка в нем прослаивается блинами и сверху оборачивается в традиционное дрожжевое тесто. Рыбник – это пирог с рыбой, как правило, треугольной формы. В тесте могли запекать целую рыбину, посыпав ее луком и специями. Словом, видов пирогов на Руси было великое множество. И это мы еще не упомянули огромное множество пирогов сладких, там, Да, с вишней, с яблочные. брусни, ну, все что угодно. Пирог из всего можно сделать, оказывается. Вот оно, квинтэссенция кулинарии, из всего можно сделать пирог. Ну а прямо сейчас узнаем о последних событиях в мире и в республике за ее пределами. Конечно, наши коллеги из информационной службы о них расскажут. Доброе утро. Далее новостной блок. В России увеличат штрафы для компаний, граждан и должностных лиц за незаконный сбор персональных биометрических данных. К персональным биометрическим данным сегодня относятся изображение лица, отпечатки пальцев, скан сетчатки глаза. Собирать такие сведения банки и другие организации имеют право только с письменного согласия клиентов. Однако не все соблюдают требования закона, при этом штраф за незаконный сбор биометрии сейчас составляет 20 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч рублей для компаний. В гражданский оборот введены более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Очередная партия ожидается во второй половине января. Ранее президент России Владимир Путин в своей итоговой программе отметил, что проблема с вакцинами от кори, паротита и краснухи является техническим сбоем, поскольку основу сырья для таких препаратов составляет яйцо. Вместе с тем он рассчитывает, что эта нехватка перестанет ощущаться в ближайшее время. Полсотни мероприятий за год успела провести Мирнинская ассамблея народов. В различных концертах и встречах в 2023 году поучаствовали более 4000 мирнинцев. Самые масштабные – молодежный фестиваль национальных культур «В семье единой» и День народного единства. Впервые в программу молодежного фестиваля ввели образовательный блок, лекции, форсайт-сессию с участием приглашенных спикеров из Якутска, Иркутска и многих других городов. Мероприятие объединило 250 молодых людей. Без внимания не остаются и национальные праздники народов. Мирнинцы дружно отмечают Сурхарбан, Сабантуй, Эссех и Чхусок.
Началась самая активная пора новогодних утренников. В театрах и центрах культуры сияют елки, звучит музыка и слышен детский смех. Республиканский театр кукол для своих юных зрителей подготовил насыщенную новогоднюю программу. На днях прошло долгожданное первое представление в обновленном Большом зале после проведенного там ремонта. Постановкой, открывшей сезон новогодних представлений, стала добрая новогодняя сказка «Золушка». Зрителей ждала блестящая игра талантливых актеров и яркие оригинальные костюмы. Мы не могли оставить нашего зрителя без новогоднего спектакля. Мы все сделали для того, чтобы этот праздник состоялся. Я очень надеюсь, что зрителям это понравится, нашим юным зрителям, и будет им интересно. Помимо того, что вот наш новогодний спектакль «Золушка» будет идти до конца, до 31 декабря, до конца этого года, в январе, со 2 по 9 января у нас уже традиционный, ставший традиционным новогодний калейдоскоп спектаклей. То есть это наши лучшие спектакли, которые понравились нашим зрителям. Мы их будем показывать ежедневно. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Мы благодарим наших коллег и продолжаем эфир. Смелость талантливых людей всегда ведет жизнь к позитивному развитию. Также и случилось благодаря великой актрисе Нине Константиновой. Подробнее об этом давайте посмотрим в следующем материале. Нине Константиновой было чуть более 20 лет, когда она во второй половине 40-х годов прошлого века приехала в Якутск после окончания студии при театре имени Ленинского комсомола в Москве. Якутский зритель полюбил ее буквально с первой роли смелой морячки Маши Бетелевой в спектакле «Слушайте, товарищи потомки». За 32 года ею было сыграно более сотни ролей классического и современного репертуара, русской, советской и зарубежной драматургии. И именно с нее якутское театральное движение пошло вверх. Я был потрясен, когда Келли-Пели, Валерий Яковлевич, вдруг сообщил в Москве своим друзьям, и я это в Амхате узнал, что Нина Константинова, актриса, очень хочет сыграть, как бы сотворить пьесу по великому тогда экспрессионисту и, господи, как его только не называли, Жан Кокто. Вот. Он был известен по кино. Я обалдел, естественно, собрал манатки и полетел в Якутск увидеть Константинову, которая хочет сыграть сложнейшую пьесу. Надо мной даже смеялись, особенно киношники с Мосфильма, где я иногда уже умел тогда сниматься. Такие пьесы, как говорит Петр Колбасин, не разрешали ставить ни в Татарстане, ни в Волгограде, даже в Москве было не рекомендовано. И вдруг Якутия. Козловский Юра, он блистательно знал стихи Кокто. И я обалдел. Я говорю, так Якутия готова к такой структуре. То есть, поэтому, когда ребята вот сейчас гордятся тем, киношники особенно, что их знают в Голливуде, я не удивляюсь. Якутию будут знать вообще везде. Потому что легко идет приспособление народа, который чтит свои традиции, к высокому ко всему. Петр Николаевич – почетный кинематографист Республики Саха-Якутия и России. Такие должности появились за то время, которое началось со знакомства Нины Константиновой. Также благодаря ей, признается Колбасин, он остался здесь, в Якутии, на много-много лет. Она не просто была актриса, которая на сцене играла замечательно, репетировала замечательно. Она могла убедить кого угодно. Она, когда вот ей захотелось, когда она поехала в Москву, она сразу в «Современник» попала. И там сразу попала к Табакову, Табаков за ней прибежал. Она всегда делала так, чтобы достоинство было у актеров, чтобы им давали лучшее жилье, чтобы гастроли хорошие были. А меня потрясло тем, что если бы она сказала, пусть стоит кто угодно, то меня бы здесь не было, я бы сейчас не стоял. Да и я бы не жил здесь 39-й год. Это как, вот как пуповина есть, да? Так вот для меня вот эта актриса великая, должен я сказать, великая актриса. Заслуженный артист России и Якутии Эдвард Скупшис также признается, что по приезду в Якутию ему повезло сразу попасть в спектакль Нины Константиновой. Когда я приехал сюда, прямо я попал в ее легендарный тоже спектакль «Филомена Мартурана». Мы трое сыновей
все приезжие актеры впервые в этот театр с режиссером Келли Пеле. Мы как раз в ее спектакле. Ну, так за кулисами разговоры были, что да, тишина должна быть на репетиции, все. Потому что, ну, вы знаете, по виду даже, когда я увидел, вот у человека есть такое сразу, когда ты скажешь, никогда не подойдешь, скажешь: о, здоров. Такого общения с ней никогда не было. В премьере она мне написала, такой режиссер на этих программках пишет, и, ну, поздравляю, там все. Она вот такую петицию написала. И это было для меня очень важно, потому что она очень важные слова сказала. Я ее не подвел, во-первых. Во-вторых, что она увидела во мне, наверное, что-то такое, что может получиться из этого человека. Почитание ее таланта, ее как человека, ее все. Потому что все-таки она в этот театр внесла галерею вот таких персонажей, таких спектаклей, которые вошли в историю нашего театра. Нина Алексеевна Константинова – народная артистка РСФСР и Я СССР. Ее жизнь оборвалась на 89-м году. А 26 ноября этого года отметили столетие со дня рождения великой русской актрисы. Стройная, всегда подтянутая, строго держащая себя в форме, Нина Константинова обладала особым даром сценической красоты. Она красиво ходила, красиво негодовала, красиво удивлялась и красиво любила. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Якутск. Ну, а впереди новогодние праздники, и, конечно же, как себя занять в эти самые дни? Очень можно Походом вариантов. в театр. Ну, поход в театр, наверное, да. это такая классика Русский, даже, я например. бы сказал. Да. Театр у нас переносит в волшебный мир, полный красоты, трепетного волнения. И все это очень отражается от игры артистов. Давайте узнаем, какие премьеры, репертуар ждет нас в новогодние дни в Русском театре. Сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Саха-Якутия Дмитрий Трофимов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну, до Нового года еще целая неделя. О премьерах новогодних и репертуаре поговорим. А сейчас, вот, ну, последние неделя года, что уже сейчас можно в театре посмотреть, какие работы хорошие? У нас мы выпустили спектакль по Островскому. Это «Женитьба Бальзаминова». Называется чуть-чуть по-другому, как «Миша за счастьем ходил». Ну, в принципе, это то же самое. Островский остался. Ну, режиссер таким постмодернистским ключом вскрыл нам этот спектакль, и это очень интересно. Он зрелищный, и все, о чем Островский писал, там все, в принципе, осталось. Вы можете сходить на этот спектакль. Это буквально вот на днях, я только надо уточнить, с какого числа. Ну, посмотреть надо, зайти на сайт театра. У нас стартует сказка. Кир Булычев «Тайна третьей планеты». Это произведение, которое меня просто потрясло, когда я был совсем мальчишкой маленьким. Я когда посмотрел этот мультфильм, я просто заболел космосом, заболел даже мультипликацией на какое-то время. Я даже пытался рисовать какие-то там, анимацию пытался сам дома делать. И вдруг вот меня это вот из детства настигло. Сам тоже в этой сказке принимаю участие. Капитана звездолета зеленого играю. Все-таки визуализация вещь сильная. Да, очень сильная вещь. Хотел стать летчиком, уже сыграл в театре летчика, и в кино сыграл летчика. И, в общем, в этом плане повезло. Ага. Ну, вот говоря как раз про «Тайну третьей планеты», да, одну ключевую роль, да, капитана Зеленого, вы будете играть. А вообще немного расскажите, что ожидать зрителям на этой премьере, на этом спектакле. Ой, я думаю, что мальчишки и девчонки, ну, скажем, дошколята, да, я думаю, им будет безумно интересно. Режиссер, который ставит сказку, Александр Сергеевич, он приехал из города Нерюнгри. Они специализируются на кукольном театре. И очень много, скажем так, фишек каких-то, которые он перенес из кукольного театра к нам на профессиональную актерскую сцену. Я думаю, это будет что-то такое вот где-то даже новое для нас, для зрителя, ну, визуальный вот этот ряд. Он будет совершенно какой-то другой. Ну, я сам сижу и так удивляюсь иногда, когда на репетиции думаю, ну надо же, как интересно это смотрится в нашем пространстве сценическом. Вот. Костюмы яркие, очень яркие. Я думаю, что ребятишки, которые, может быть, чего-то не поймут, маленькие, но они посмотрят яркие костюмы, поухают, поахают. Ну, считывает каждый возраст свое что-то, музыку, там, танцы, кто-то уже сюжетную линию.
может проследить. Я думаю, что будет интересно. А я вот немножко символизма тут замечаю, что у нас драматический театр имени Пушкина, Александра Сергеевича, и режиссер Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, я тоже, да, тоже всегда, когда обращаюсь, прям трепет такой своеобразный от имени, от его. Но он замечательный и человек, и режиссер, поэтому мы работаем уже второй раз с ним. И думаю, что не в последний. Нерюнгри нам город родной, мы туда тоже любим приезжать, и их тоже с удовольствием ждем в гости всегда. Ну, в новогодние праздники какой ожидается репертуар? Ну вот мы «Тайну третьей планеты» будем играть, как Миша за счастьем ходил. Подчеркну, замечательный спектакль, лично мое субъективное мнение, потому что я был зрителем, я не участник этого спектакля, но я был зрителем, и мне спектакль крайне, прям безумно понравился. Поэтому я рекомендую прям сходить и посмотреть, кто любит русскую. Там, кстати, насколько я знаю, только одна мужская роль. Одна мужская роль, совершенно верно. Александр Сердюков просто блестяще справился с этой ролью. Ему честь и хвала за этот спектакль. Спасибо большое. Он большой молодец. Ну, все молодцы. И главный герой молодец. Ну, в принципе, уже немножко, когда мы затронули вопрос детских спектаклей, тем не менее, вот «Тайна третьей планеты», что-то еще для просмотра с детьми, может быть, сейчас идет в театре, планируется на новогодние, опять же, праздники? У нас обычно в начале года, в году наступившем, идет своеобразный марафон. Мы показываем сказку, которую вот-вот на Медне мы как бы выпустили, и она будет показываться, 7 дней эта сказка будет идти, там по 2 показа будем делать. Потом, конечно, мы будем играть сказки, которые у нас стоят в репертуаре. Моя любимая сказка «Кентервильское привидение», вот прям прорекламировал вас в прямом эфире. Люблю эту сказку безумно, сам там играю, и мне сказка безумно нравится. Вот, и дальше будем уже репертуарные наши сказки тоже играть. Но сперва внимание мы удовлетворим зрителей наших, которые на каникулы вышли, там, или по каким-то причинам дом сидят, новогодние праздники, чтобы посмотрели сказочку. Вот вы сказали марафон, то есть прям вот каждый день? Каждый день. Начиная с какого числа? С 2 числа. Это вот к слову о тех, кто говорит, 10 дней отдыха нам мало на новогодних праздниках. Вы знаете, в старинные, скажем так, времена, в нулевые годы, мы так, в принципе, отдыхали. Вроде бы как казалось, что и зрителя мы не соберем, и это невозможно. Сан Саныч Лобанов, когда пришел руководить театром, говорит, так же это неправильно так время тратить. И мы стали играть с 2 числа, и вы знаете, это себя оправдало. Залы полные. Ну и мне кажется, все-таки люди театра — это люди, которые без работы своей скучают очень сильно. Конечно. Я, допустим, если не поиграю летом, когда мы уезжаем, все, мне театр снится начинает, не могу без сцены. Как говорят, сцена — это по любви, кино — это как дорогая любовница, скажем так, так говорят. Дмитрий, вот мы успели с вами пообщаться, да, до эфира. Вас, некоторые люди потеряли вас, да? Где вы были? Расскажите, поделитесь, пожалуйста. И снова вернулись. Да, я какое-то время отсутствовал, уезжал из моего любимого города, жил в городе Санкт-Петербург, частично еще наведывался в Первопрестольную, там тоже была какая-то творческая работа, это были съемки, это какие-то были театральные проекты, и в силу каких-то своих жизненных перипетий я вернулся обратно в родной город. И совершенно не жалею об этом, люблю Якутию, всегда это подчеркивал. И театров много, но родной только один. Это государственный, академический, имени Александра Сергеевича Пушкина, город Якутск. Говоря про то, что довелось и в спектаклях поучаствовать, и в Петербурге, и в Москве, так понимаю, в 2 словах буквально, есть ли какое-то прям кардинальное отличие, может быть, какая-то особенность? У нас, опять же, все-таки тоже русский драматический театр, но, тем не менее, как-то наш театр от центральных городов отличается. Может быть, какая-то незначительная вещь, деталь, но она прям... У каждого театра своя какая-то атмосфера, своя ментальность, аура, что ли, такое слово можно еще подобрать. Все влияет на то, что внутри происходит, как здание скроено, какая труппа по характеру, это тоже там все это влияет. Мне повезло, я год по договору проработал в БДТ, Большой драматический театр имени Георгия Александровича Товстоногова. Потрясающий коллектив, просто потрясающий. Когда к театру подходил, вдруг Алиса Бруновну Фрейндлих увидел, я двери перед ней открыл. И я уже седобородый, уже мне далеко было за 40, она мальчики, ребята со мной шли, я так аж улыбнулся, мальчики. Спасибо большое. Там дисциплина очень высокая, я хочу вам сказать. Это я не говорю про то, что у нас ее нет. Она, конечно, у нас есть.
и тоже дисциплина. Корпоративная этика очень высокая. Конечно, какие-то интересные моменты я для себя, на себя принял и пытаюсь тоже как бы в театре об этом говорить молодому подрастающему поколению, что они не забывали, что мы все внуки, правнуки Станиславского Константина Сергеевича, и это очень важно, корпоративная этика. Вот. Ну, Дмитрий, спасибо за эту беседу. Я думаю, ждете вы всех наших телезрителей, конечно. Новогодний праздник. Да, и на этой неделе почему бы нет? Драматического, да. Обязательно, Дмитрий, огромное вам спасибо. Вам. Да, вам дальнейших творческих успехов. И с наступающим Новым годом. Спасибо вам. Вот. Ну а мы, завершая наш эфир, готовы подвести итоги наших 2 розыгрышей целых. Сегодня их было. Первый мы задавали вопрос, сейчас я даже найду его. Тут 2, запутаться легко, все может быть. Понедельник, сами понимаете. С какого языка произошло название города Нерюнгри? Ну и первый ответил на этот вопрос Василий Стрекаловский. Надеюсь, правильно ударение поставил. С Авенкийского прошло название. И Василий получит вот этот билет замечательный в цирк, да, на цирковое новогоднее представление. Второй вопрос. Что было на Руси принято дарить на Рождество с начала празднования, да, этого праздника? То есть, ну, задолго до того, как сейчас принято дарить смартфоны и так далее и тому подобное. Ответ был первый правильный, дала Галина Литвинова. Это разные сладости и игрушки. Ну, вообще, у нас звучит ответ, что это, конечно, игрушки и какие-то вот безделушки приятные. Ну, она также вот уточняла, что пряники, леденцы, краски, карандаши. Как приложение дополнения. Да, мы как бы поздравляем обоих победителей, свяжемся с вами, чтобы вы смогли узнать, как забрать свои призы. Напомню, что Василий за первый вопрос получит билеты в цирк, а Галина получит вот одну из этих серебряную игрушку, да, от как раз вопрос был, да, ответ был игрушки, и да, получит Георгий. игрушку. Символизм, символизм. Да. Что ж, на этом наш эфир подходит к концу. Мы вам обязательно желаем, чтобы неделя началась правильно, позитивно, прекрасно. Последняя неделя уходящего года. Да, ну мы во всяком случае сделали сегодня все возможное, чтобы именно было так. И всю неделю с вами будем встречать утры, я вот так скажу, даже утры, да. последние недели уходящего 2023 года. Вместе с нами.